Ребята, всем привет! Сегодня 8 часов утра, я в городе Якутске, и меня пригласили в местное телевидение. Вот такая высокая у нас телевизионная башня. Сейчас мы зайдем в студию, и у нас будет прямой эфир. Не знаю, что там будет, очень волнуюсь. Сегодня очень насыщенный день. После съемок мы сразу поедем отдавать машину на ТО-2 в наш единственный дилер, фирма Колми. И весь день у нас забит съемками. Вот это самая высокая башня у нас на севере Якутии. Десять минут до эфира. Я что-то волнуюсь. Күнді отыр халғы бейге сунтар кутанылттан келі халжар блогер Владислав Третьяков студия бітігер көрсебіт үті әсірдінен. Үті әсірден отынжа білген кеу хаңырағынан аға көрөтчілер үгіс әрджон бұл Владиславы көрөт тута білбіт тайбыт болуқтақтыр. Бұл Северный Патрик онына охота в Якутийден YouTube каналға екі хамай жабілдер страницалардақын. Опсайынан ән бәйін кемгені тоқыны онына бұл тоқ санаттан бұл каналайын арьерға ханамыққыны. Мен атым Третьяков Владислав тен. Всем привет, тен хағалатым видео. Бәйім бұл ана учутал иделяқпын. Мен информатика учуталавын. Уже 12 жыл Кутана ортосқова тегер үлелән кәлім. Антон эти YouTube'ка хағалабытым ден 2 жылын нарата күрдік видео ұстан хағалабытым. Тұру күттен біле онық манық видео ұстарбын бәйім хобби күрдік хөбіл үйретім. Антон хайдан баран. Антон тоға мен YouTube'ка ұппапыны тоға блогер күрдік хағалабапыны демен то көйдан барамын бейді күйіш қомынан барамын YouTube оған керем бар бұд. Бастан тоқ тематтан сағалатығыны онына қанлық темағын ұрдық жон сәрге ұлыннады? Бастан әнте бұл тұғынан хағалабытым, охота в Якутиеден. Оны біле хақа кейте боларым бұғытынан құру бұлқа сылджабын, құру бұлтуғын, онына ол бұлту ғыджамын, туғынарбын, қайда бұлтағыпын, уста-уставын оған ешбітім. Онына аудиториям болды ана именно научилы саңардақпына әлбәқке көреді мен эти эме через себя деп көрдік научилы ағалабыд. Эфир закончился. Сейчас мы едем в наш официальный дилер Колми, фирма Колми. Новые УАЗы. Посмотрим, что с салоном, какие новости у них, какие в будущем планы. Вот такого плана будет интервью. Кстати, у меня ТО-2, пробег у меня 29 тысяч. ТО-2 надо пройти до 30 тысяч пробега. И будем менять масло, проверим все гайки, болты. Но ТО-2 сильно не отличается от ТО-1. Там в основном только проверка, смазка петель и так далее. С машиной все в порядке, в принципе. Просто зачекимся. Вот мы находимся в салоне Колми, салон УАЗ. И вот такой у нас прайс на сегодня. Получается, УАЗ на КПП можно купить самый дешевый комфорт за 1 319 000. Итак, вот наша машина на тест-драйв. Можете записаться на тест-драйв. Вот номера. Сейчас мы едем
кататься. Сейчас от Патриота мы переходим к нашей Ладе Travel. Она нас уже ждет. Ой, блин, это алган. Мы в салоне, мы в автосалоне Лада, фирма Колми. Вот Патрик идет техобслуживание второе. Скоро ребята закончат, и мы попрощаемся. Итак, ребята, ТО-2 пройден, пробег 29 тысяч с копейкой. Вот такая накладная. За ТО-2 мы заплатили 4000 рублей. Кроме этого, мы поменяли рулевые наконечники все. Поменяли ремень. Я вам сейчас покажу, почему заменили. Ну и все. Все перетянули. Масло поменяли, двигатели. Свое масло дал. Что еще? Вроде все. Фильтр поменяли. Все осмотрели. Все, петли смазали. Evet. Итак, у нас закончилось ТО-2. Мы вышли. Сегодня полдня мы провели в нашей фирме Колми. Сделали тест-драйвы. Машина полностью прошла ТО-2. По своему желанию заменил ремень. Вот это родной заводской ремень. Вот такой косячок я заметил еще дома. И с таким ремнем я проехал 1000 километров. Заменил свечи, масло, рулевые наконечники. Все перетянули. Все затянули по ходовке. Ну и все, я доволен, заплатил за это 4000, и до сих пор машина находится в гарантии. Друзья, всем привет! Сегодня я приехал в департамент охотничьего хозяйства Республики Саха-Якутия, и мы сегодня с вами узнаем, какие же новые нововведения и новые правила в нашей охоте. Итак, пойдемте. Какое-то чудо техники. После светофора. С кабиной от Соболя. Да? Ну, Т-34 стоит. Поселок Бердигостях. Идет праздник провода зимы. А мы проездом
Едем домой. Праздник весны. Проехали 173 километра. На самом деле 186, но мне показывает, что это 174 по одометру. Осталось 700 километров до дома. Наконец-то грунтовая дорога. Как я соскучился по грунтовке. Неделю ездили по асфальту. Уже начались дорожные работы. Ребята копают вечную мерзлоту. На улице сейчас 0 градусов. Такое большое происшествие. Ты спидовый, да? Ну, явно не сегодня. Мы приехали в село Ортосурт. Ага. На самом деле эта местность, это село от города Якутска находится ровно в 300 километрах. Получается, одометр у меня наврал на 7 километров. Сейчас мы заправляемся в полный бак. Здравствуйте. Полный бак 95-й. Из-за того, что у меня колеса размер большой, у меня одометр врет и показывает меньше. Если я буду мерить по одометру чисто, то получится, что расход намного больше. Когда ехали в город Якутск, мы заправлялись по одометру на 200 километров, и получилось у нас, что на сотню жрет 16 литров. Сейчас посмотрим реальный расход на больших колесах. $2470 мы заплатили за 44,5 литра. Литр стоит 55,40. 44 делим на 3, это у нас 14 и 14,5 где-то, почти 15, да? Ну да, почти 15 литров на сотню. Вот мы и дома, дорогие друзья. Мы приехали из города Якутска, провели там целые каникулы, были там неделю, кое-где были, кое-где не успели. Где успели, мы засняли все это, вы, наверное, уже видели. Давайте сейчас подытожим наше мини-приключение. Наше путешествие составило около 2000 километров, ну 900 туда, 900 сюда. С города Якутска я прикупил некие ништяки джиперские, то есть давайте я вам покажу сейчас, что же я купил.
Вот такой реечный домкрат я купил. Самый важный. Обязательная штука для любого джипера. 2 года у меня такого не было, поэтому вы, наверное, видели в наших видосах. Были проблемы, когда я застревал. С этим уже проблем не будет. Прикупил левый полуось для УАЗа Профи. У меня в прошлом году, который я купил, оказалось, что не подходит для мостов нового образца. И я вот купил новый шрус специально для УАЗа Профи. Она подходит как раз для нас. Вот такие силовые кабеля мы взяли. У меня есть китайская лебедка. Скоро будем ставить. Если интересно, подпишитесь на канал, следите за видосами. Обязательно будет видос по установке. Вот такой ништячок. Хром накладка на зеркала, потому что решил все-таки подумать о защите, потому что мои зеркала уже все исцарапаны ветками всякими. Вот эти накладочки, наверное, нам помогут. Взял вот такую сетку, чтобы накрыть весь хлам в багажнике, чтобы ничего не упало, ничего не вылетело. Вот такая сетка, вроде 1,5 метра или больше даже. Вот такие вот мои покупки маленькие. Прикупил сварочный аппарат, он у меня в гараже лежит. Раньше у меня был старенький, теперь взял более-менее хороший. Надеемся, подойдет для наших переделок всяких. Все-таки скажу про расход. Когда мы мерили 2 раза туда и сюда, мерили, у нас расход вышел где-то 15,5 и почти 15. Но если так подумать, что я израсходовал на весь путь в один конец 130 литров. Если 130 литров разделить на 900 километров, получается ровно 15 литров на сотню. Примерно вот такой расход, потому что у меня большие колеса. Я ездил очень, так сказать, быстро, то есть не экономил. 100-110 километров в час мы ездили. Далее у меня давление в шинах, все 4 колеса 1,8 атмосфер, не двушка, не более 2. Чтобы было мягко, я сделал поменьше. Наверное, из-за этого расход. В будущем я планирую, есть такие идеи, как поменять главную пару на скоростную. Как известно, у новых патриотов главная пара на обеих мостах, дизельные пары их называют, они очень медленные. И чтобы на трассе ехать поэкономичнее, я думаю, если поставить скоростные пары, будет экономичнее. Как вы думаете об этом? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот такой у нас видос получился. Очень, не знаю, большой или... Наверное, было всем вам интересно. Если понравилось, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Владислав, канал Северный Патрик. Всем пока.